Здравствуйте, в эфире 7 дней, в студии Шатаминов. Смотрите сегодня. Кызганычка каршы Рамазанның соңгы көннәрендә Казанда коточкы җинаять кылынды. Чтобы люди перестали убивать друг друга, чтобы жили по тем законам, которые Аллах не спаслал. Возвращение к вечным ценностям, Ураза Байрам, придать сил, вселить в сердца людей надежду. Господи, Господи, там кто-то стреляет. И она стала его закрывать, и он, по-моему, ей притык ее застрелил. 8 минут. Жизнь до и после чудовищного преступления. Больно, знаете, за всех детей, которые там погибли, за эту учительницу, за Эльвиру Николаевну. Все, что мы могли, мы все сделали. Спасти детей ценой собственной жизни. Учителя – герои. До сих пор мне трудно об этом говорить. Когда умирают дети, согласитесь, это помимо нашей воли воспринимается нормальным человеком как что-то глубоко противоестественное, аномальное, запредельное. Это потрясение останется с нами до конца жизни. Тот подонок, который совершил это массовое убийство, пусть гниет в яме. Эта мразь недостойна называться человеческим именем. И я лично не буду озвучивать этого выродка, которого, конечно, родила земная женщина, но который потерял право на человеческое гуманное отношение к себе. И я уверен, высший суд для него не за горами. Конечно, завтра его могут признать психически больным, но и тогда его нужно навсегда изолировать от человеческого общества, как бешеную собаку. Семьям погибших и пострадавших самые искренние соболезнования и поддержка. Тяжелые испытания в эти дни проходят родители, потерявшие своих детей. Не дай Бог никому это пережить. До сих пор не могу осознать, что это произошло не где-нибудь в загнивающей Америке, а у нас рядом, в соседнем доме. И это наши дети. И они, наши дети и внуки, могли быть в этом кровавом классе. Это всего лишь дело случая. Страшно это осознавать. Как поддержать родителей и родственников, придать сил, вселить в сердца людей надежду. Конечно, в эти тяжелые дни обращаешься к вере, к вечным ценностям. Священный месяц Рамазан учит нас терпению, самопожертвованию и любви к ближнему. Очень правильные слова подобрал президент республики Рустам Минниханов, обратившись к верующим по случаю Ураза Байрам. На протяжении всего священного месяца Рамазан мусульмане возносили молитвы Всевышнему, совершая милосердные дела. К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об успокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Президент отметил, что будет сделано все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторялось. Пусть же Ураза Байрам вновь наполнит наши сердца верой, любовью и милосердием, говорится в обращении президента. Именно об этом молились все мусульмане республики. Последнюю ночь поста, который завершает священный месяц Рамазан, мусульмане считают временем вознаграждения. Потому именно в этот вечер у татар принято проводить совместный ифтар, то есть совместное разговение. Это не просто общая вечерняя трапеза, это время для общения, для добрых дел и искренности молитв. Мусульмане, собравшиеся в этом году на 9-й республиканский ифтар, признавались, что для каждого из них трагедия, произошедшая 11 мая, стала горем, которое пронзило их сердце до глубины. Mənə əytələ bit, çiğit yanmaydı əytələ. Ədəm çıdı indi uşulay bulsa da, əbik qorxunuz. Bütünü biz qıl üstündə yaşayırız, onda xəllərini də. Kurganga sabırlıq bilsin, kurmanga kürsətməsin Allah Teala. Cennetlərə kirtsin indi. Ata analarına sabırlıq bilsin ya Rabbi bir Xudayım. Bik ağır, bik titrendiriş hal buldu. Они молились за здоровье пострадавших и упокоение душ погибших. Несколько тысяч человек в одном едином душевном порыве в этот день восклицали «Аминь». Да будет мир и спокойствие на земле. Мы же видим, кровь льется ведь и в других местах, и в Палестине, и в других местах, чтобы люди перестали убивать друг друга, чтобы жили по тем законам, которые Аллах не спаслал. Ведь
Вот даже в хадисе сказано: Аллах милостивый и милосердный, Он любит милость и милосердие. И Он дает путем милосердия и милости то, что Он никогда не дает путем жестокости и ненависти. Это хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Рамазан мусульмане считают месяцем предопределений, когда решается судьба каждого. Когда каждый может и должен стремиться успеть сделать как можно больше благих дел. Мусульмане верят, что тот, кто накормит постящегося или нуждающегося в этот месяц, получит вознаграждение свыше. Такие масштабные мероприятия, как всеобщий республиканский ифтар, как правило, проводятся на средства благотворителей. Но мусульманский благотворительный фонд занимается не только организацией ифтаров и не только в Рамазан, но и повсеместно организует раздачу одежды, горячих обедов и предоставляет кров людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И спасибо им большое, просто огромная благодарность. Они всегда помогут и всегда выручат людей. Рашида Апа признается, что пенсия маленькая. Каждый месяц едва сводит концы с концами. О существовании такого фонда узнала абсолютно случайно и чему была крайне рада и удивлена. Свет не без добрых людей. По словам волонтеров, каждый может прийти сюда, чтобы получить поддержку. Свыше 1000 продуктовых наборов в Рамазан были отправлены в районы Татарстана. А если поступает еще и мясная продукция? Вот сегодня у нас один из благотворителей привезет целого быка. Он уже будет распределен по пакетам, у нас уже готовый список, до 12 мы его ждем. Бык – это говядина, мясная продукция, этому вообще очень сильно рады. Мусульманнарның, әгәр аларның артык акчалары булса, алардан өлеш чыгарырга тиеш һәм без зәкят бирергә тиеш. Менә мин шундый күтәренке күңел белән кичә чыгып киттем. Ошып, әйтерсең кош инде менә. Шул үземнең өстемнән бурычымны төшерер өчен. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Богослужение, посвященное одному из главных мусульманских праздников, Ураза Байрам в этом году проходило в особой атмосфере. В атмосфере всеобщей скорби и всеобщего покаяния. Этот день прошел в молитвах. Рамазанның соңгы көннәрен котышкыч фаҗига тетрәтте. Казан мәктәбендә балаларга мылтык төбәп аткан бер йырткыч республикабызны матәмгә салды. Балаларын һәм якыннарын югалткан гаиләләр нинди тирән борчулар кичергән сүз белән әйтеп бетереп булмый. С раннего утра во всех мечетях республики начали читать проповеди и гаят намазы. Основной площадкой проведения Ураза Байрам стала Галеевская мечеть. Прямую трансляцию праздничного богослужения вел телеканал «Татарстан. Новый век». После проповеди муфти Татарстана зачитал обращение президента Рустама Минниханова. Кызганычка каршы, Рамазанның соңгы көннәрендә Казанда коточкыч җинаять кылынды. Бу фаҗигадә гынахсыз укучы балалар һәм мәктәп хезмәткәрләренең гомере өзелде. Православие динен һәм башка диннәрне тотучылар белән бер рәттән республика мусульманнары әрнүле, хәсрәтле көннәр кичерә. Һәлак булганнарның рухлары тынычлыгына багышлап дугалар кыла. Яралыларның тизрәк савыгуын сорап Аллаһка сыгына. Авыр кайгы татарстанлыларның бердәмлеген тагын да ныгытыр һәм мондый аяныч хәлләр кабатланмасын өчен мөмкин булганның барысын да эшләрбез дип ышанам. Еще пару месяцев тому назад здесь стояли строительные леса. В Ураза Байрам, старейшее учебное заведение Казани, медресе Мухаммадия впервые открыла свои двери после реставрации. В настоящее время в медресе обучается 1200 шакирдов со всех регионов России. Есть предметы богословские, есть светские науки. Обучение ведется на 3 языках – на татарском, русском или арабском. Мусульмане считают, что без традиционных ценностей, таких как образование, религия и семья, невозможно воспитать будущее поколение. Это именно те столпы, которые воспитывают в детях такие важные качества, как доверие, взаимопонимание, уважение и взаимопомощь. Именно праздник Рамазан для каждого мусульманина – это еще один повод собраться вместе со всей семьей. В первую очередь это дает чувство семейности, объединенности, защиты, возможно, да, какой-то, что семья, тут не только мужчины сходили, а мама спит, мама встречает с блинами, то есть, как-то вот так вот, наверное. Мы когда жили в свое время, да, то есть нам это не показывали,
мы видели у бабушек, у дедушек это, а у родителей этого не было уже, потому что же был Советский Союз, и поэтому Динджук, только партия, все такое, и поэтому они росли в этом, да, то есть, и поэтому до нас это не дошло. Но, альхамдулилля, по милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, мы как бы это уже у себя как бы внедрили, и мы являемся практикующими мусульманами, да, то есть ходим в мечеть, и учим детей давать садака, и как бы их прививаем к тому, чтобы делать хорошие поступки, хорошие дела. Ураза Байрам – это свидетельство того, что самый важный и значимый для мусульман месяц в этом году завершен. Месяц, последние дни которого, наверное, сблизили и сплотили народ как никогда. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Вся Россия, весь мир скорбит с Татарстаном и в эти трагические дни. До сих пор очень сложно поверить в произошедшее. В момент нападения на школу, в здании и на спортплощадке находились 714 учеников. А подонок с ружьем намеревался убить не менее 20 человек. А дальше как пойдет. Патронов у него была целая сумка. При этом нападение заняло всего несколько минут. И все решили мгновение после первых выстрелов. Диляра Юсупова о 8 минутах, изменивших нашу жизнь навсегда. Странная фигура в черном плаще, маске и ружьем наперевес двигалась по улице открыто, не пугаясь камер видеонаблюдения. Ильназ Галевиев вышел из дома примерно в 9:15. На кадрах видно, как он проходит мимо детского сада и даже здоровается с женщиной, которая не обращает на него внимания. В 9:27 он у дверей школы. Сначала стреляет в первую попавшуюся девушку у входа и промахивается. В этот момент из здания выходит Муланур Мустафин, бывший учитель математики, в настоящем заведующий хозяйственной частью. Первый точный выстрел приходится на него, а потом еще один. Чудо, что мужчина вообще остался жив. Сейчас врачи борются за его жизнь. Женщина-вахтер у входа успевает заблокировать турникет, нажать тревожную кнопку и спрятаться под столом. В это время преступник уже на первом этаже. В коридоре он встречает Венеру Айзатову, дежурного учителя начальных классов. Она стала первой погибшей. Ей было 55 лет. Всю свою жизнь она проработала в школе, оставалась после уроков и даже занималась с детьми дополнительно по собственной инициативе. Ее похоронили 12 мая на кладбище в поселке Константиновка. Это моя первая учительница, была замечательно, хорошая, всегда после уроков со мной занималась, всегда тепло отзывалась, всегда ходил к ней в гости, как раз-таки мы были соседями, и не описать словами я больше ничего не могу сказать, простите. После нескольких выстрелов и взрыва бомбы, которую Галевиев подкладывает под дверью на первом этаже, директор уже объявляет чрезвычайную ситуацию по громкой связи, требует закрыть все двери и спрятаться в кабинетах. Прибытие уже группы по звонку кнопки тревожной сигнализации, это практически прошло, наверное, не менее 5 минут. То есть вся эта ситуация, она, так сказать, развивалась на моих глазах. Я находилась также на первом этаже. Я считаю, что работник нашей гимназии сработал просто молниеносно. Кадры мобильной съемки четко показывают. Дети прячутся под партами, закрываются стульями, а учителя самоотверженно стоят у двери. Мы слышали хлопки, слышали крики. Мы понимали, насколько все серьезно. Мы все сидели тихо. И к нам в кабинет тоже ломились. И нас спасло, говорю же, четкая организация. Большинство дверей к тому моменту остаются закрытыми. Галевиев бежит на 3-й этаж и там убивает учителя английского языка Эльвиру Игнатьеву. Именно эта девушка, по словам очевидцев, прикрывает выбегающего ребенка собой. Ей было всего 26 лет. Она вышла посмотреть, что происходит. Я не знаю, она как-то говорит, что ребенка защитила, может, он вылез. Посмотреть любопытный был. И она стала его закрывать, и он, по-моему, ей впритык ее застрелил. Единственной открытой дверью оказывается кабинет 310. В нем находится 8 А. Галевиев открывает огонь по детям. Часть из них в панике прыгает с окон. Он стреляет в спину убегающим. Затем делает еще несколько выстрелов из окна, но, к счастью, промахивается. Господи, 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 там что-то... Господи, там кто-то стреляет.
Все происходит в течение 8 минут, которые уносят жизни 7 школьников и 2 учителей. Более 20 человек ранены и лежат в земле. Сотрудники Росгвардии были на месте через 3 минуты 30 секунд после нажатия тревожной кнопки и эвакуировали детей. При этом Галевиев вышел через парадный вход сам с поднятыми руками. А это первые кадры после его ареста. Сейчас Ильназ Галевиев в следственном изоляторе на 2 месяца. Его ожидает судебно-медицинская экспертиза и, конечно, суд. Известно, что нападение было четко спланированным. Галевиев приходил в школу до трагедии дважды оценивать обстановку. Тем временем за жизнь раненых боролись медики, а помогали им в этом обычные люди. Горожане выстроились у мобильного пункта переливания крови, хотя запасов было достаточно, но люди просто хотели помочь. Характер травм – это скелетные травмы плюс проникающие ранения грудной и брюшной полости. Всем детям, которые находятся в реанимационном отделении, выполнены операции. И плюс еще практически всем детям, которые со средней степенью тяжести, тоже выполнены операции. Часть раненых были отправлены специальным бортом в Москву. Сейчас их состояние оценивается как стабильное. 12 мая был объявлен в республике днем траура. В этот же день весь Татарстан провожал в последний путь учителей и 8-классников, которые ушли за знаниями и не вернулись. Их было 7, 4 мальчика и 3 девочки, всем по 14 и 15 лет. Мать одного из погибших – учитель в этой же школе. Она находилась совсем рядом, успокаивала свой класс, а в это время в соседнем кабинете был убит ее сын. Программист булырга хыялланды. Дистанционный курсларда укыйды программистлыкка. Шул өлгермәде. Их имена, стихи и фотографии – все это у стихийного мемориала у здания школы. Там их образовалось несколько. Люди приходят сюда целыми семьями, а следом приходят другие, а потом еще и еще. Все они не скрывают шока и горечи. Поток людей оказался настолько велик, что теперь контролируется Росгвардией. Для того, чтобы оценить масштабы людской солидарности трагедии, достаточно посмотреть на эту длинную очередь, которая выстроилась на несколько километров. Сегодня 12 мая, день траура, почти 11 часов вечера, но поток людей не прекращается. Они продолжают приходить сюда, приносить цветы, игрушки, к слову, для которых теперь здесь почти нет места. Вместе с Казанью все эти дни скорбят и регионы. Стихийные мемориалы появились в самых разных уголках страны. В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Екатеринбурге жители с самого утра 12 мая несли свечи к представительствам Татарстана. Временные мемориалы появились в Нижнем Новгороде, Якутске, Керчи, Волгограде и других городах. Диляра Исупова, Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. Страшная беда и варварское преступление. Так Владимир Путин назвал трагедию в Казанской гимназии. Совещание с членами правительства прошло в четверг. Началось с минуты молчания. И главной его темой стала поддержка семей погибших и пострадавших при нападении на гимназию. Президент Татарстана доложил главе государства о принятых мерах. Это выплаты семьям, оказание психологической помощи детям, родителям, учителям, реабилитация в лучших оздоровительных учреждениях. Школу капитально отремонтируют к новому учебному году. Банки готовы обнулить кредиты для всех семей пострадавших. Акбарсбанк уже принял это решение. Рустам Минниханов подчеркнул, что в республике усилен контроль за безопасностью в учебных заведениях. Предлагаю послушать доклад президента Татарстана. Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за оперативную помощь. Наши коллеги с Москвы сразу прибыли, и первичная помощь, конечно, была оказана. Вот 8 пострадавших, самых сложных, мы имели возможность переместили, и оказывается помощь уже в Москве.
По остальным 14 уже министр сказал, каких-либо опасений нет, работа идет. Также мы медицинскими и социальными службами произвели подомовый обход и медицинский осмотр всех детей, находившихся на тот момент в школе. Их было 714. Всем нуждающимся оказана необходимая помощь. 145 детей и 89 родителей получили психиатрическую помощь, и эта работа продолжается. В ней задействовано 145 психологов республики и помогают наши коллеги из Москвы. Ну и отдельная задача на сегодня стабилизировать состояние педагогического коллектива. Учителя школы сделали все возможное для спасения жизни ребят, и я очень благодарен вам за то, что вот вы отдельно этот вопрос поставили. И, конечно же, мы, в свою очередь, тоже сделаем все, чтобы их поддержать. В целях оказания помощи пострадавшим принято решение произвести выплаты из республиканского бюджета 1 миллион рублей членам семей погибших, 400 тысяч рублей получивших тяжкие или средней тяжести вред здоровья, 200 тысяч рублей получивших легкий вред здоровья. 6 семей из 9, которых есть погибшие, уже получили выплаты. Кроме того, осуществлены единовременные выплаты 6 получившим тяжкий вред здоровья. Остальные выплаты будут произведены после внесения медицинского заключения о степени тяжести заболевания. И, конечно же, мы в летний период планируем организовать полный отдых для и детей, и для педагогов. Что касается погибших, то в настоящее время организованы похороны по всем обрядам и в соответствии с пожеланиями родителей. Мы активно во всех этих вопросах принимали участие. Кроме этого, хотел бы поблагодарить Красный Крест совместно со Сбербанком выступил с инициативой об открытии счета для пожертвований. Уже собрано более 20 миллионов рублей. Ну и хочу поблагодарить всех наших коллег, компаний, регионы, которые готовы оказать поддержку, и в первую очередь по санаторно-курортному оздоровлению пострадавших. И уже министр сказал, процесс, когда жители города по своей инициативе идут, сдают кровь, этот процесс тоже продолжается. Конечно, после сейчас следственные действия завершаются. Мы приняли решение провести капитальный ремонт во время каникул и сделать школу достойной. Она неплохая была, но мы ее улучшим, сделаем достойной. 11 мая мною проведено экстренное заседание антитеррористической комиссии республики, в ходе которой мы дали поручение по повышению уровня охраны и антитеррористической защищенности объектов образования. Кроме того, мы бы просили такого же вашего поручения в части усиления роли и ответственности психиатрической службы. Наше видение по этому вопросу мы с вашего разрешения направим в ваш адрес. В завершение еще раз хочу поблагодарить, уважаемый Владимир Владимирович, вас за оказанную помощь, поблагодарить команду правительства Российской Федерации за эффективную реализацию ваших поручений и, конечно же, слова благодарности всей правоохранительной системе за оперативную работу. Рустам Николаевич, спасибо, что вы оперативно приняли решение по поддержке семей пострадавших, особенно тех, которые потеряли своих детей в результате этого преступления ужасного. На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил представить учителей и сотрудников Казанской гимназии номер 175 государственным наградам. Владимир Путин заявил, все сотрудники гимназии действовали героически, в высшей степени профессионально, спасая детей. Произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии. Уважаемые коллеги, трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова
поддержки и сочувствия. Воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибшим, семьям, которые потеряли самое дорогое — своих детей, внуков, близких или любимых людей. Вы знаете, что сразу же после поступления информации о трагедии были даны поручения правительству Российской Федерации, руководителям Минздрава, Минпросвещения, МЧС, правоохранительным органам, в том числе по оперативному выезду в Казань, на место этой трагедии. Все эти дни мы находимся в постоянном контакте с Рустамом Нургалиевичем, руководителем Татарстана. Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь. Сейчас самая неотложная, самая главная задача – борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями. И хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям. Наш долг – поддержать семьи тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты. Я прошу правительство Российской Федерации также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим. Все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошла беда, безусловно, испытали настоящий шок. И, конечно, особенно тяжело пережили случившиеся дети, и они нуждаются в специальной реабилитации. Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионах вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы. В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее постановление правительства. Однако не все из того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме, на должном уровне. Я поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход, вот это очень важно сказать, единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей и самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране. И в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем. Безусловно, Следственный комитет проведет тщательное расследование и выяснит все обстоятельства случившейся трагедии. Знаете, в любой трагедии есть и бездна отвратительного падения человекоподобных существ, и торжество человеческого духа. Я вспоминаю пронзительный фильм «Восхождение» по роману Василия Быкова о двух белорусских партизанах, попавших в плен к врагам. Он рассказывает о героизме и предательстве, о силе духа героя и ничтожестве изменника Родины. И на войне, в этой страшной трагедии, в людях проявлялись и самые низменные черты, и самые высокие образцы стойкости, мужества и героизма. Здесь, в Казанской школе, встретились исчадия ада, потерявшие человеческий облик, поднявшие оружие на беззащитных школьников, и 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая встала на пути убийцы, заслонив с собой детей. Красивая, хрупкая девушка, которая мечтала о счастье, строила планы на будущее. Она дала свою жизнь, чтобы сохранить чужую. И мы в полный голос должны говорить прежде всего о них, о героизме и готовности к самопожертвованию наших учителей. Они этого достойны. Мы знали, что делать, практически в один голос заявляют педагоги 175-й гимназии. Несколько раз в год у нас проходит учение. И также в один голос они благодарят директора учебного заведения Амину Салимовну Валееву за то, что она вовремя обратилась по громкой школьной радиосвязи и буквально приказала всем учителям запереть двери в классы. Благодаря этому убийца не смог войти во многие помещения, и жертв не стало больше. Пожалуй, среди всех сотрудников школы награды в первую очередь достойны ее директор Амина Валеева. Она возглавляет школу на улице Файзи с момента образования в 2006 году. Стальной характер директора и организованные действия педагогов сыграли решающую роль
и в этот кровавый вторник. Родители школьников не устают благодарить учителей за четкие действия по спасению детей. Одна из учительниц призналась нам, что была вынуждена сдерживать слезы, не поддаваться отчаянию, чтобы ее ученики из начального класса не стали жертвой паники. У многих педагогов этой гимназии здесь же учились их собственные дети, но они в первую очередь спасали не их, а тех, кто был с ними в классе, порой очень дорогой ценой. Не могу больше говорить, на глаза опять наворачиваются слезы, впрочем, как и у всех нормальных людей. Мы пообщались с родителями, учителями и детьми, пережившими этот кошмар. По моему мнению, главная задача учителя – воспитать личность, способную реализовать весь свой потенциал не только в стенах школы, но и за ее пределами. В процессе обучения учащийся должен превратиться из потребителя накопленного человеческого опыта в творца, создающего новые материальные и духовные ценности. Эти слова написала на одном из учительских сайтов Эльвира Игнатьева, Эльвира Николаевна Игнатьева, учитель английского языка 175-й Казанской гимназии. Одна из тех, кто столкнулся лицом к лицу с убийцей. Школа у нас как единый коллектив. И я работал раньше в школах, где было больше мужчин. Сейчас в школах почти мужчин не осталось. Но вот я бы сказал, что наши женщины, мои коллеги, вели себя как мужчины. От таких, как Эльвира, в целом от настоящих учителей очень многое зависело, говорят и ученики, которых спасли педагоги, и их родители. К Эльвире Николаевне мы вернемся. Сейчас же дадим слово тем, кто пережил весь этот кошмар. Я сидела за первой партой, как раз напротив двери с подругой. Мы испугались, и все спрятались в конец класса. Гульнара Галимхановна находилась рядом, успокаивала других детей, успокаивала нас всех. Мы здесь поняли вот великое слово учителя. Вот здесь они как раз показали, что учителя не только это те люди, которые обучают, но и они и отвечают за жизнь. И они вот как раз сохраняют, как они смело боролись за жизнь, за наших детей. Огромное спасибо, они учителя с большой буквы. Рамзена Ильина, она успокоила их, там даже, говорит, был момент, когда паника начиналась, говорит, после взрыва. Она, говорит, там воды принесла девчонкам, говорит, чтобы они, успокоились. Рассказала им, говорит, что все, мы же, говорит, проходили все это. Давайте эту ситуацию применять на практике. То есть мы сегодня под партой спрятались и сидели тихо. Хочется сказать Амине Салимовне, директору школы, за то, что быстро так отреагировала. И учительница математики, которая в этот момент вела, Анастасия Владимировна. Очень большое спасибо. Только благодаря ей, наверное, дети остались живы. Потому что все-таки вот он, несмотря на то, что класс уже вот закрытый, да, учительница держит руками дверь, он, видимо, не смог открыть, может быть, ему что-то мешало, он ведь его подорвал. И вот с этой дверью учительницу вынесла в окно. Оказывается, она сломала ноги, но вот в шоковом состоянии она тоже бегала вместе со мной, искала детей. Я ей предлагала: давайте вам скорую, давайте вам, Анастасия Владимировна, давайте. Поэтому очень хочется сказать большое спасибо. Я директора знаю очень хорошо. Она каждое утро вместе с завучами, вместе с дежурными учителями встречает детей в школе. Они ценой своей жизни спасали детей. Ребята знают о речевом оповещении. Я часто использую это для различных объявлений, мероприятий. И я считаю, что весь педагогический коллектив приложил максимальные усилия к тому, чтобы спасти жизнь наших детей. Так сложилось, что в нашей гимназии обучаются ребятки очень многих моих коллег. И, конечно, я сегодня должна сказать огромные слова благодарности моим коллегам, сотрудникам нашей гимназии, потому что, выполняя свой долг, они априори думали о своих учениках, а не о своих детях. Я услышала 2 хлопка и хотела сделать шаг в коридор. Хотела посмотреть, что там, что за хлопки. Но тут я услышала крик Амины Салимовны: срочно всем закрыть двери. Это было так сильно, она так никогда не кричала. У меня в классе 30 детей вообще.
1 класс. Подошли ко мне и говорят, что делать. Вот так смотрят на меня. Я говорю, дети, сейчас будем прыгать в окошко. До конца урока минут 10 оставалось. Случилось вот это вот. То есть услышали хлопки, но самым пронзительным был голос директора по радиорубке, которая озвучила «закрывайте двери». И вот ее эмоциональное состояние, сразу мы отреагировали. 11 класс, они уже молодцы, они уже были готовы вот к ведению ситуации. Да? И я себе точно давала установку, что ни в коем случае я не должна заплакать. Ни в коем случае детям нельзя показывать свои вот такие встревоженность, что нужно вести себя спокойно, не паниковать. И вот это четко у меня сидело в голове. Моя задача была обезопасить детей. Сказал детям, чтобы они отошли от окон, чтобы они присели вдоль стены. Мальчики вели себя довольно-таки мужественно, девочки были напуганы. И я попросил мальчиков, и сам тоже, чтобы мы успокоили девочек. Вообще у нас каждый год, в начале года, в середине года, в конце года мы проводим мероприятия по эвакуации. То есть у нас дети, в общем-то, знают, по каким коридорам надо идти, где спуститься. Огромное спасибо нашим детям, которые вовремя нас слышали, наши команды, и вели себя достойно в этой ситуации. Всех детей вот вывели, а вот потом только был следующий взрыв сильный. Соседний кабинет и все окна вот выбило. Это был кабинет Венеры Султановны, который учитель начальных классов, которая погибла в этот день. Знаете, это было ужасно. Я, наверное, еще всю жизнь буду прокручивать эти события ужасные, но я каждый раз думаю, что бы могло бы быть иначе, как мы могли бы предотвратить вот эти жертвы, которые были. Никак не могли. Все, что мы могли, мы все сделали. Больно, знаете, за всех детей, которые там погибли, за эту учительницу, за Эльвиру Николаевну, за всех. То, что мы это увидели, это больно очень. Я вот сама в себе задаю вопрос, как я это сделала, как я вот спасла этих детей. Я вот просто, знаете, у меня сын учится во 2 лицее, он говорит, мам, как ты это сделала? Я говорю, я не знаю, сынок. Понимаете, это очень больно сегодня говорить об этом, но слава Богу, вот меньше было бы больше жертв, если этого всего вот не было. Спасибо всем, кто нас этому учил. То, что вот эти инструктажи проводились, то, что сказали на ключ закрыть. Спасибо, Амин Салимовне. Спасибо всем детям, которые даже мои дети, они же смотрят в глаза мне. Это же, представляете, 1 класс. Они вот смотрят на глаза. И все, они сделали тоже, ребята сделали большое дело. Они слушали нас, понимаете, слушали нас и шли за нами. Это здорово было, то, что мы смогли это сделать. Никогда уже не расскажет, как это с ней произошло, учительница английского 175-й Казанской гимназии Эльвира Игнатьева. С ней, как и с учительницей начальных классов Венерой Айзатовой, простились 12 мая. У нее класс был открыт. Она посмотрела, сказала детям, что защищайтесь. Она увидела, а другие классы были закрыты, двери изнутри были закрыты. Она там сказала детям, защищайтесь, детей. И первая пуля попала вот в голову сразу. В коллективе единомышленников 175-й гимназии Казани она оказалась после окончания педагогического колледжа и Казанского федерального университета. Красный диплом Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Вместе учились 5 лет. Вот, и мне запомнилась Эльвира очень боевой девчонкой, если честно. Она всегда была за правду, всегда не боялась ни с кем спорить. Была очень добрая, всегда помогала. Вот. Руководитель дипломной работы Диана Давлетбаева говорит, что Эльвира всегда любила школу и детей. Работала уже в процессе обучения. Здесь ждали, что она поступит в магистратуру. Это лучшая выпускница, это просто звездочка нашего потока. И мне действительно посчастливилось, что у меня была такая выпускница, потому что мне с ней было очень легко. Она уже приходила со своими идеями. Мне даже не приходилось ее наставлять. Жила неподалеку от школы, минут в 15-20 ходьбы, в доме, построенном по программе социальной ипотеки. Занималась с детьми и после уроков. Она была моей репетиторшей по английскому языку. Она добрая была, доброжелательной. Всегда улыбалась.
Светлым и настоящим человеком называет Эльвиру старший брат. Другом и наставником называют коллеги и ученики. Эльвира Николаевна такой светлый человек, она всегда улыбалась, всегда помогала нам, чем сможет. Как и многие молодые красивые девушки, Эльвира активно вела социальные сети. «Это мое 19-е 1 сентября», написала она в начале учебного года в своем профиле. Зуфар Давлетшин, Наталья Мезина, Роман Безменов, Андрей Ключников, Ленар Хузиахметов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. С ходом работ на полях ознакомился Рустам Минниханов в понедельник. Президент Татарстана посетил Алексеевский и Спасский районы. В первом темпы чуть ниже среднереспубликанских, во втором заметно впереди. Также президент Татарстана оценил ход реализации инвестпроектов, которые в будущем помогут аграриям эффективнее распоряжаться своим урожаем. Рустам Минниханов в тройке глав регионов России с очень сильным влиянием. Рейтинг составлен Агентством политических и экономических коммуникаций. На первом и втором месте мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. В топ-5 попали также губернаторы Тульской и Тюменской областей. Татарстан намерен расширять сотрудничество с Пермским краем. Соглашение об этом в Перми подписали Рустам Минниханов и губернатор края Дмитрий Махонин. У регионов много общего. Это и большое татарское население, река Кама, развитие высокотехнологичных производств и приоритетное благоустройство общественных пространств. Рустам Минниханов в ходе поездки также посетил местный технопарк и встретился с активом татарских общественных организаций в Перми. Фарид Мухаммедшин принял участие в семинаре в Сабинском районе. Речь шла о цифровизации сельского хозяйства. Сейчас в маркетплейсе работают с сельхозпроизводителями из Татарстана и заинтересованы в их продукции. Но не во всех районах с ними сотрудничают активно. Не хватает фермеров со знаниями цифровых технологий. Алексей Песошин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как отметил премьер, обстановка с пожарами в республике остается сложной. Не так давно в садовом обществе Кама Тукаевского района сгорели 26 строений. Как считает Алексей Песошин, это недоработка руководства садового общества. Кроме того, с начала года произошло более 2000 пожаров, на которых погибли 90 человек. Это на 80% больше, чем годом ранее. Президент республики Рустам Минниханов провел координационное совещание с правоохранительными органами. На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности в учебных учреждениях. По решению, принятому президентом, в школах Татарстана организованы проверки. Сотрудники полиции дошли до каждой школы, усилены меры безопасности. Президенту также доложили о выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника. Такая накрученная популярность, по убеждению президента, крайне опасна. Рустам Минниханов обратил внимание правоохранителей на необходимость жестко пресекать такие действия. На фоне общей трагедии авторы таких публикаций не просто осуждают жестокое преступление, а побуждают к совершению подобных действий. Поэтому любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей, заявил Рустам Минниханов. Мы продолжаем программу «7 дней». Истерика. Вот так, одним словом, я бы назвал то, что началось после казанской трагедии в обществе и социальных сетях. К сожалению, на сознание людей имеет воздействие не здравый смысл, а жуткие картинки. Я не понимаю, что заставило некоторые средства массовой информации и телеграм-каналы транслировать неретушированные изображения детских тел. И зачем вообще нам с вами слышать, как какая-то мразь, потерявшая человеческий облик, орет во всю глотку, что он осознал себя божеством? Некоторые мои коллеги ради просмотров готовы, кажется, на все. К чему это приводит? К дурной славе, которой и питаются эти нелюди, ради которой они идут на эти чудовищные преступления. Но есть и другая сторона медали. Общество в порыве негодования начинает требовать ограничения собственных прав и свобод. Что мы уже слышим? Давайте запретим любую выдачу оружия. Давайте установим тотальный контроль за детьми, за интернетом. Давайте закроем наглухо все школы и детсады и поставим везде автоматчиков. Давайте введем запрет на любую охоту и вообще любого охотника будем считать потенциальным убийцей. А еще меня удивляет, когда говорят, в советское время такого не было. Надо вернуть смертную казнь и все будет хорошо. Люди просто забыли. В советское время, в 70-е, при наличии руководящей роли коммунистической партии, пионерии и комсомоле, Казань терроризировали подростковые банды. Я очень хорошо помню эти времена.
Дорога в школу была для меня и многих подростков огромной проблемой. Как дойти и не попасться, не получить копилку в голове? Кто взрослел в эти годы, понимает, о чем я говорю. Давайте вспомним банду «Тяп-ляп», которая устроила показательную кровавую акцию в Казани в августе 1978 года. Тогда в районе речного вокзала толпа подростков, около 50 человек, вооруженные огнестрельным оружием и железными прутьями, пошла по улицам города, избивая всех, кто попадал им под руку, случайных прохожих. Были убиты и искалечены десятки человек. Бандиты пытались запугать весь город, и это действительно было страшно. Преступные сообщества были в конце концов разгромлены нашей милицией. С бандитами, простите, все более или менее понятно и прогнозируемо. Кровавое злодеяние на этой неделе совершил внешне тихий и ничем не примечательный серый человек. Да, он все время свободное проводил в компьютере. А сколько детей сегодня с раннего возраста не вылезают из компьютера? Он был несколько замкнутым. Да таких юношей сегодня пруд-пруди. Они постепенно теряют навыки общения. Да, он не ладил с родителями. А кто, простите, в 19 лет с ними ладил? Да, у него были проблемы с психикой. Но спросите любого педагога. Сегодня таких молодых людей с пограничным поведением очень много. Они есть практически в каждом классе, каждой группе. И невозможно вычислить, когда в обычном неприметном человеке просыпается зверь. Вот мнение основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Он написал: эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать, полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически 1 из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии. Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными, но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь. Михаил Любимов пытался разобраться в этом очень неоднозначном вопросе. Я, конечно, с ним не во всем согласен, но есть о чем задуматься. Это у вас частное охранное предприятие здесь, конечно? Да, здесь у нас находится частное охранное предприятие «Ророк». Эту школу охраняет частное охранное предприятие. Мы знаем, не каждая школа, то есть не каждый родитель может себе это позволить, поэтому для многих это предел мечтаний. Посмотрим на этот предел. Мобильная. Это у вас тревожная кнопка такая? Да, это прилог с собой. Мобильная, это стационарный. Тревожная кнопка – это весь арсенал. В этой школе у охранника нет даже остро заточенного карандашика. Не положено. Детское учреждение нельзя. Не положено. Оружие ничего нельзя. Электрошокеры, дубинки. Электрошокеров у нас дубинок нету. Средств самообороны у вас это только кулаки, да? Так получается? Да. Зубы, да? Кулаки. Да. Кулаки, зубы. Бабушка-вахтерша, которая сегодня незаслуженно понижена в звании, на этом фоне заслуживает хотя бы ничьей. Есть, конечно, ЧОПы и посерьезнее. Вот это колледж. Тут тоже ЧОП, и он даже кое-чем вооружен. Палка резиновая, радиостанция, электрошокер и наручники-браслеты. Но просто каких-то хулиганов как будто. Да, это для того, чтобы среагировать моментально на какие-то противоправные действия среди учащихся. Против вооруженного стрелка это защиты не будет иметь. Сумочку досмотреть и пальчиком погрозить. Вот вам, это максимум возможного на сегодня. Мы что, плохо охраняем школы? Надо разрешить оружие, может быть, в школах? Превратить школы в концлагеря на основании того, что случается раз в несколько лет? Математика в ужасе, но в еще большем ужасе люди. Отсюда такие призывы. Пока общество больно, мы охраняем сами себя. Мы не знаем, у кого что в голове творится. И в каждую школу тоже оружие человека вооруженного мы тоже не поставим. Но тюрьму из школы не сделаешь, да. Если строителя бараков попросить спроектировать большой дворец, он спроектирует большой барак. Вот так и мы. Обнести школы 5-метровым забором и нанять 80 тысяч автоматчиков. Ну да, а что еще мы можем придумать, если мы уже живем в этой враждебной среде?
Если предел наших мечтаний – это жизнь именно за оградой, с теми же вышками, собаками и колючей проволокой, зато ото всех отгородившись высоченным забором. Мы хотим в эту элиту. Это те, кто спрятался. Только тут безопасно вполне. Что еще мы можем придумать, если мы ежедневно живем в этой враждебной среде, выстроенной обществом испуганных людей? Если, кажется, уже не осталось ни одной настежь распахнутой двери, а та одна из трех, что еще полуоткрыта, ведет нас снова к рамкам, дубинкам и тяжелым взглядом очередных блюстителей воображаемого порядка. Нам нигде не рады, нас никуда не пускают, нам никуда нельзя без разрешения. Что еще мы можем придумать? Только то, что есть, кажется, у всех. Собственную клетку. Физическое проявление недоверия друг к другу. Вот эти заборы на улице Академика Завойского в Казани поставили сами жители. И вот это очень хрестоматийная ситуация. Архитекторы, которые приходят в наши дворы с благоустройством, сталкиваются с тем, что людям не нужно ничего нового. Никаких новых связей. Людям нужны две вещи. Это парковки и это как можно больше заборов. Вот это абсолютная хрестоматия. Сначала мы обносим себя забором, потом нашу школу, потом наш двор, а потом и все наше государство. Вот это ценности выживания, а не ценности самовыражения. Вот это как раз не развитие, а антиразвитие, потому что рост заборов – это рост только одних заборов. Ценности выживания, собственноручная диктатура. Мы не умеем по-другому. Если у каждого дома теперь свой шлагбаум, то он должен быть и у каждой проблемы тоже. Что-то попроще, вроде автоматчиков в школах и детсадах. Ограничить интернет – это сложно. Обвинить во всем психиатров, ну да, уже теплее. Усложнить процедуру выдачи разрешения на оружие – горячо совсем. А может быть, сразу одним махом? А ну-ка пишем. Расстрел детей в Казани показал, что корень зла – это охота. Может быть, охоту пора запретить и все оружие изъять. Все, кто взял в руки ружье, не охотники, а убийцы. Разрешение на охотничий ствол – это потенциальная лицензия на расстрел толпы. Нет никаких оправданий охоте. Это мысли реальных людей, которые собрались лечить как раз-таки самых, наверное, здоровых из нас, охотников. Людей, которые, в отличие от нас, любят природу куда активнее и борются с убийцами, которые, да, встречаются и здесь, в лесу. И будьте уверены, что самое разгневанное сообщество сегодня – это сообщество охотников. Только оно никогда не возьмется за нож. И охотник, это добрейший человек. Никогда он не обидит ни маленького, ни здорового. Но вот этот товарищ вообще всех наших охотников возмутил, елки-моталки. Нужно поддерживать оптимальную численность любого вида в угодьях, чтобы, скажем, лось и лес – это противодействие охотничьему и лесному хозяйству. Нужна регуляция численности. Или взять, скажем, хищников, лисица, разносчик бешенства. Да, если ее не регулировать, каким образом? Волк тот же самый, то есть случай нападения на человека, то есть если это оставить без присмотра, без регуляции, получится дисбаланс. Почувствовал, будто это то же самое, что, мне кажется, кастрировать мужчин. Это лишить его права, будем сказать, дышать, что ли, жить полноценной жизнью. Давайте тогда отберем инструмент у повара рабочий, это ножи. Давайте отберем инструмент у плотника, топоры. Давайте разоружим полицию, разоружим Росгвардию и всех остальных, они тоже все с оружием. Давайте возьмем опыт Великобритании. Запретили ношение короткоствольного оружия полностью, владение, ношение, и так далее. К чему это привело? К увеличению роста количества нападений, всех этих дурачков и сумасшедших на других людей с ножом. Количество жертв от этого, в общем-то, практически не поменялось. Да, как по 3-4 человека успевает зарезать этот сумасшедший, пока его полиция, прибывшая, не нейтрализует. Так она и производится. У лица, который хочет совершить противоправное действие, он найдет другие источники повреждения. Либо себе он навредит, либо другому человеку. Ведь автотранспортные средства – это тоже источник повышенной опасности. Конечно. Что, теперь мы не будем давать людям с 18 лет права? Да. Количество убитых на дорогах от рук 18-19-летних настолько несравнимо с количеством тех, кто пострадал от охотничьего ружья, что тут и говорить даже не о чем.
Может быть, и права – это тоже потенциальная лицензия на расстрел толпы? Может быть, пора изъять автомобили у всех? Ведь тысячи жертв, дети гибнут, становятся инвалидами. Что мешает? Привычка. Мы как-то договорились, что вот эту цену за комфорт мы платить готовы. Пусть 1000 трупов, но не убивать же экономику из-за этого в конце концов. Мы даже регулируем в этом лесу численность лося. У нас заборы кругом. Лось на дорогу не выбежит. Он в клетке там, на тротуаре. Гуманизм. Мы можем только так. Выживать, приспосабливаться, охранять воображаемый порядок. Но агрессивная среда и рождает эту агрессию. Мы живем в недостроенном доме. Мы живем в недостроенном обществе. В этом доме нет жильцов, есть гости. Они бесцельно слоняются по нему, будучи никому не нужными. Им ничего не объяснили. Они не имеют цели, они никому не нужны. В руинах мораль. Это выживание, а не самовыражение. А значит, однажды кто-то выберет самый дикий способ самовыражения собственных обид. И тут уже будет неважно, какое оружие у него будет в руках и сколькиметровым забором будет обнесен этот дом. Причина в том, что он недостроен. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Вы знаете, нам всем надо научиться заново жить. Российские звезды сняли на эту тему клип. «Казань, надо жить». До свидания. Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет. Казань, надо жить. 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 Как научиться в мире жить? Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. И до конца себя отдать. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить? С людьми родными рядом быть. Вместе мечтать, Вместе любить. И каждым милем своим дорожить. Человеку знать не дано. Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить.
Здравствуйте! Май в полной мере окунул нас в лето. Первая половина недели будет жаркой, а вот вторая подарит вполне комфортную обстановку. Об этом прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке жаркий антициклон будет властвовать вплоть до пятницы. Температура будет переваливать 30-градусные отметки. В выходные жара спадет, ожидается вполне комфортная погода. На северо-востоке Татарстана почти всю неделю яркое солнце будет раскалять воздух. Дожди не ожидаются. Мы так долго ждали теплую погоду после долгой и холодной зимы и можем теперь ею наслаждаться сполна. Но раскаленный воздух и отсутствие дождей могут негативно сказаться на вашем здоровье. Будьте к себе внимательны. Для жителей центральных районов республики первая половина недели также будет очень жаркой. В четверг температура немного понизится. И к выходным ожидается вполне комфортная погода – около 24 градусов тепла. Но по-прежнему синоптики осадков не обещают. Судя по прогнозу синоптиков, на юго-западе Татарстана также будет очень жарко. Выходя из дома, не забывайте головные уборы. К выходным жаркий антициклон отступит, температура опустится до 23 градусов. На северо-западе и в Казани в понедельник и во вторник плюс 31. В среду температура начнет опускаться и к пятнице 26 градусов тепла. В субботу и воскресенье на смену зною придут комфортные температурные значения. Май, остынь. Пришедшая в нашу республику жара уже успела надоесть, но время скоротечно, и май пролетает на одном дыхании. Наслаждайтесь каждой минутой и будьте здоровы!